Сегодня исполняется 14 лет со дня трагедии в Урумчи, жестокого убийства, совершенного режимом КПК в Восточном Туркестане 5 июля 2009 года с применением оружия в ответ на требования уйгуров о справедливости. В Анкаре уйгурские НПО, включая Фонд Всемирного уйгурского конгресса, Фонд Уйгурской академии, Научно-исследовательский фонд Восточного Туркестана, Уйгурское движение и Уйгурский исследовательский центр совместно провели пресс-конференцию. Привлекая внимание к продолжающемуся геноциду уйгуров, 14-ю годовщину трагедии в Урумчи, уйгурские НПО заявили: «По милости Аллаха, мы полны решимости продолжать прекращать эти бесчеловечные угнетения и угнетения Китая в турецко-исламском мире во всех уголках мира и на международном уровне, неустанно полагаясь исключительно на милость нашего Создателя». Для мусульманского мира сезон хаджа в этом году был более захватывающим, чем когда-либо. Поразительно, однако, что среди паломников этого года нет ни одного паломника из Восточного Туркестана, страны с мусульманским населением в 35 миллионов человек. Согласно международной статистике, число паломников, въезжающих в гарем 8 числа месяца Зилхия в этом году впервые за 3 года превысило 2 миллиона. Однако в особые моменты, когда паломники из разных стран совершали паломничество в Мекку, мусульманские паломники из Восточного Туркестана не могли принять участие в этом, за исключением небольшого числа уйгурских турок, проживающих за границей. По данным Wall Street Journal, США готовятся ограничить доступ к сервисам облачных вычислений американских гигантов, таких как Amazon и Microsoft, о чем готовятся сообщить китайские компании. Хотя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с китайским лидером Си Цзиньпином в прошлом месяце создала видимость смягчения в американо-китайских отношениях, события на экономическом фронте показывают, что для разрядки еще предстоит пройти долгий путь. Сообщается, что был запущен новый международный мультимодальный транспортный маршрут, использующий как железнодорожный, так и автомобильный транспорт для перевозки грузов из северной провинции Китая Хэбэй в страны Центральной Азии. Поезд, перевозящий более 1000 тонн товаров, отправился из Ланфана, провинция Хэбэй, во вторник утром. Грузы будут перевозиться по трансграничной автомагистрали после прибытия в город Кашгар в Восточном Туркестане, расположенном на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. После прибытия в Кыргызстан грузы снова будут перевозиться поездом, а конечный пункт назначения – Ташкент, столица Узбекистана. Китай отменил визит высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Пекин на следующей неделе. Набила Масрали, пресс-секретарь Комиссии Европейского союза, заявила, что они были проинформированы Китаем о том, что визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля больше не будет возможен 10 июля и следует искать другие альтернативы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что они будут действовать вместе с Турцией по вопросу членства Швеции в НАТО и сказал: «Если позиция Турции изменится, то, конечно, мы сдержим свое обещание, что Венгрия не будет блокировать ни одну страну в процессе членства в НАТО».